Амандисри ҳаҩналеит Фазил Искандер ихьыӡҵәҟьоу аурыс ҳәынҭқарратә драматә театрахь. Ҳаҩсит ахәыл, амоноспектакль Бродски адекорациақәа ахьықәгылаз. Ҳҿынаҳхеит азал ду ахь, арепетициа ахьымҩаԥысуаз. ҳҭыԥқәа рҿаҳтәеит. Ус ҳгәаҳҽанӡамкәан, Аманда арежиссиор длыҳәеит актиорцәа асценахь дрыццәырҵыртә еиԥш. Сара даара зҿлымҳара зуны сахәаԥшуан Аманда лгәазыҳәара иахылҿиаауаз. И сердце как жалость! Над утонувшим ребенком! Да! Слабый ветер холодит хрусталик глаз. Там, наверху, рожком из мягкого металла поет месяц. Белые олени проплывают между стволами замутной завесой шорохов. Мир ночи. А вот сейчас, да? Ага! До этого я же сказал. Опять Милана виновата. Белые олени. Извините, пожалуйста, это не момент. Тогда уже подождите, только тогда уже сделайте подробно вот эту штучку. Раз, два, мир ночи. Ну все, еще раз, пожалуйста, охоту всю. Пожалуйста, в подхват. Все в подхват друг друга. И не обманываясь личиной. Целовать когда? Полюблю тебя я снова, как любить его когда-то за сердце мое. هري لايدا ترك بحالوما هقلي بجراش وسحوز هاي لرلو لختشلر جاجي تاوب Исгәалашәеит аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театраҿы Шекспир ипиесала Джулиета лроль налыгӡон. Усҟан лыхцәы дуун.
слышала, что ты поешь. Это правда? Это твое хобби? Ты как-то Ну, увлекаешься? раньше это была моя профессиональная деятельность, но сейчас только вот в театре. Тебя это успокаивает петь? Петь дома, да. А на сцене? На сцене все-таки не я пою, не Лада успокаивается, мой персонаж А успокаивается. какую роль ты сегодня играешь? Спектакль. Там нет определенных ролей, там мы вот все, что касается Лорки, и посвящаем это ему. От нас ему. Все, я не буду тебя больше задерживать. Лейда, еще. Я смотрела «Ромео и Джульетта», я знаю, что ты играла Джульетту. Расскажи вообще, какие эмоции? Ну, это был мой первый опыт, и я очень переживала, драматическая роль, то есть обычно у меня такие вот все безбашенные роли, а тут надо было сконцентрироваться, надо было собраться с мыслями, все, но мне кажется, что недостаточно времени прошло, чтобы мы прям вжились, все актеры. Вот, и я надеюсь, в будущем мы это вновь восстановим и сыграем. Все, спасибо большое, не буду тебя больше задерживать. Пока-пока. Только поднимай! Зрители шпоны! Метафоры! Еще разок. Дело одна упоительная свобода! Матлена Пума. Шакайджи Шахуны Духмарзия спектакль Электроджа. Мап Харада Сласцару. Я смотрела «Электро», вот и я вспомнила. Надо идти быстрее. Я смотрела «Электру», как ты добилась такого энергетического градуса? Расскажи об этом. Я не могу тебе на этот вопрос ответить, я не знаю, но как-то само получилось. Нет, в принципе, могу, благодаря режиссеру, я сама себе помогла, и прекрасному тексту. Ой, можно перезаписать этот отвратительный, пожалуйста? Мы выходим. Цветущий жасминовый куст. Я твое повторяю имя. По ночам, во тьме молчаливой, когда собираются звезды к лунному водопою, и смутные листья. Сколько лет в качестве световика работаешь в театре? Около 2 лет, сейчас, по-моему, 3-й год. Ты начал свою работу именно с театра? Нет, я с 14 лет работаю, Световиком? где попал. Нет, не световиком, а вот именно в свете, вот в театре, последние вот пару лет здесь. В чем заключается сложность световика в театре? Если вы говорите о световике, то это больше техническая работа. А есть такая профессия, как художник по свету. Тут уже надо видеть спектакль не только текстовой, не только звуковой, но и дополнять картину. То есть световик придает настроение по большей части и атмосферу всю. Нормально? Все. Я уже в качестве художника по свету уже работал на спектакле «Последний из ушедших». Последний из ушедших. Это Да. первая работа, Да, в качестве... Вторая. Вторая работа. Первая была «Муха-цокотуха», но это пробник больше.
Ну и бывали такие моменты, что во время спектакля не сработал пульт. Да, конечно, такое очень часто происходит, это нормальное явление. И как выходите вы с этой проблемой? Ой, по мере сложности, зависит от того, что у тебя испортилось. Если прибор, например, перестал работать, заменить лампу побыстрее. Если пульт вышел из строя, то обычно есть резервный пульт, который поддерживает картину более или менее. Тебе надо быстро перестроиться. Вот. Но обычно мы на связи во время спектакля и все друг другу сообщаем, что происходит. Секунду, можно? Сейчас пройдет переход. Вы учились где-то или же Нет, я собираюсь поступать сейчас. Планирую, по крайней мере. Очень знаю, что занимаю вас время. Вчера ставили спектакль, я видела Бродский. У вас сегодня проходят репетиции. Расскажите, какой это спектакль, который вы ставите по счету? И как вообще вам удается? Ну, это уже поставленный спектакль. Мы его вспоминаем. Была премьера в сентябре. Это «Радость вопреки всему», посвященная творчеству прекрасного поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорка. И это, скажем так, такой спектакль вдохновения для нас же самих. Он, молодой, ансамблевый и, скажем так, о природе творчества и театра, и о страсти к этому занятию. Да? Да. Готовы? Еще раз поправьте там звук. Ираклий, я хочу, чтобы вы рассказали и вообще поделились своим состоянием, своими эмоциями, каково это, когда в вашем театре работает режиссер, который приехал из России. Просто поделитесь своими впечатлениями. Уже несколько лет сотрудничаем с приглашенными режиссерами. Практически все наши спектакли ими поставлены. И мы к этому привыкли уже. Вы приехали из России. Да. И задержались здесь, в Абхазии. И пока задержалась здесь. Пока задержались. Расскажите, как это произошло? Вы оставили здесь свое сердце? Ну, я не оставила мое сердце здесь, и я здесь. Расскажите, почему вы здесь задержались? Вышло удивительно. Это была постановка «Кровавой свадьбы», и я задержалась здесь из-за пандемии. То есть был карантин, и были более длительные репетиции, но на самом деле это такой какой-то поворотный момент, потому что, попав сюда, в этот театр, для меня это уникальное место, честно скажу. Ну, я проработала там 10 лет в штате Ленсовета, ставила в мастерской у своего мастера, это любимые театры. Но, наверное, подобной чистоты и преданности к делу, которая здесь присутствует, это дорогого стоит. Бывает просто чисто театр, когда все от начала до конца посвящено этому. Конечно, понятно, это благодаря руководству
все, что касается этики и ну, как бы преданной любви этому театральному делу. Я, конечно, я честно скажу, идя вдоль набережной на репетицию, я просто плакала от счастья, что так бывает. Мария, расскажите, я заметила, что вы находите каждому актеру подход свой. Да, личный, конечно. Да. Как вы привыкали? Здесь столько любви человеческой в каждом, и такие открытые, прекрасные люди, что, я не знаю, для меня это просто наслаждение. Здесь работать, это искренне абсолютно. Вот с Марией Романовой у нас взаимопонимание полное. Благодаря тому, что мы не только формально взаимодействуем, но у нас есть какое-то общее ощущение того, чем мы занимаемся, и «Кровавая свадьба», и «Радость вопреки всему», и вот то, что сейчас новый наш спектакль «Бродский», моноспектакль Миланы Ломер. Какие дальнейшие планы? Что вы можете нам раскрыть? Пока не могу. Они есть, но, наверное, правильнее, чтобы о них объявили. Но они связаны с театром, с Абхазией? Да. Ну, они есть и другие тоже планы, но да, конечно же, и здесь связаны, да. Вы продолжаете ставить с ней спектакли. Мы можем сказать, что каких-то определенных результатов вы уже добились? В 2021 году Мария приступит в ближайшее время к новой работе. Кажется, это будет для абхазского зрителя, это будет таким, знаете, культурным откровением. Я сказал в хорошем смысле, естественно. Потому что это тот материал, мы об этом скажем позже, который как никакой другой близок к нашему мироощущению. Тот текст, который повлиял на всю абхазскую литературу, это так сказать. Тогда мы ждем. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, расскажите про спектакль «Бродский». Те спектакли, которые вы ставите, они как-то связаны с вашим личным? Всегда связаны. Конечно. Каждый спектакль связан с личным, не только моим, но и артиста. Но и в данном случае это было предложение Миланы, она давно горела этим материалом. Ну и, конечно, это такое, скажем так, вскрывание собственных каких-то глубин, переживаний, глубоких каких-то чувств, чего-то преодоления, поиска какого-то нового смысла пути. Да. Буквально 2 секунды твоего времени я займу. Я вчера была на спектакле «Бродский». Это просто не передать словами, какие у меня были эмоции. Расскажи, как ты отходила? Сложно, и сейчас тоже еще не отошла, потому что как-то очень все непросто. Но сейчас радость поможет, и я думаю, всегда поможет. Это твоя первая роль в таком формате? В моноспектакле, да, первая. Ну, был опыт небольшой в институте, там был отрывок на 3-м курсе, и все. Это Бродский, это очень близко. Вот. Спектакль Бродский. Почему вообще он был выбран, как бы для меня? Просто он отвечал каким-то моим личным вещам. И он был выбран, он был принят, и мы его сделали. Первое стихотворение, которое вы слышите в спектакле, это стихи дочки Бродского. В 2015 году уже, конечно же, его не было в живых, она написала, она там моего возраста примерно. Вот. А то, что в конце моей дочери, это он писал ей, будучи, наверное, уже чувствуя, что жизнь заканчивается, что там, возможно, он умрет, а у него дочь еще маленькая. И было такое посвящение, что вот я увижу когда-то. Поскольку нет жизни без джаза, легкой сплетни, я еще увижу тебя, прекрасной 20-летней. Ну, не то, чтобы я не выхожу из состояния, я выхожу, просто это же первый опыт такой, и как-то все равно есть какой-то сдвиг душевный, который просто нужно пережить. И также там с остальными спектаклями, и с «Электрой» так было, и с «Кровавой» так было, который ты ходишь потом немножко подавленный, вдавленный в землю чуть-чуть, но потом... Иначе это не имеет смысла, если это делать просто так. Ну, для меня, по крайней мере. Ну, не лучше просто так, это лучше же... так.
Сы Бродский спектакль Чусыкан, а я шуас он брыза чунура косданцы. Мирам Алшара Судеха, Милана Лания Пха, роль Хадана Зыктус, слышь тражер тыпш. Я шараб зюб, если хотел. Ай, рол что зубзюб? Збана абхирсим, ты пхал бзай. Сергей بخرسرته. وجه حصويت ديكوراتك أخي قرطو إسور بوت حصومحه. Декорация похерла, зо хампати псебой, сумян говорит, уи ха интересацию. Яра шими перго, я усарды звулу да зусто. Тахцабу. زسارة دشبال تينا سبروزا رولنا زقزازة تبحا يصلحوا زدرو مكانك واسقوا بالحيط وبري سبيكتاكل يجسقوا بمكانك سالم زدت وش بشيغو تورت في حلاب يرتز الرول زنزين ظلم زوغو وإذا تقلز عايشة كل تسلط للصلة خاص ويانا قلت أكتر يشيرش صلرو بس بشيغو بخار السنة دنكو يني يجزز خاتش ساخة دنال قلقاشتر السنة دنوك تصلق ويخيرشترو أويا مالا وراك أكتر يبشيو وي مريا زاموس أوزري مريا زاموس على عاخر وريقل تصدرو يتسو عبري السارقل نبالي بولتشي ناسي وبيو زي تاسحو دروما عبري أقارد بوما شابقالا أقارد بس الرجلان شابقالا دا قلا دا شابقالا يا على فين دخبن سي وراك توري بشوي وزقترو وشزقترو برازنك عصوت أباس ورامس بالجيت هاخد شبوجم شغف شومك توري زنات والله قال Подожди.